Уймо или кыргызские узоры, которые имеют очень глубокое сакральное значение. В 1969 году в городе Фрунзе была создана организация «Хыял», целью которой была поддержка народных промыслов и кыргызских ремесел. И вот тогда, в 70-х годах, кыргызские узоры стали массово штамповать на разных формах. То есть это были колпаки, одежда, сувениры. И именно тогда, а также в 90-е годы с приходом капитализма кыргызские узоры потерпели сильный удар. Люди перестали использовать их сакральное значение, используя сугубо в декоративном порядке. На самом же деле каждый символ имеет свое глубокое значение. Ну, к примеру, на мне вот здесь вы видите летящих лебедей. В тюркское древнекыргызское время лебедь являлся символом власти. И у каганов древних, если у христиан был крест, а у мусульман полумесяц, то у древнекыргызских правителей на коронах были изображены лебеди. И подобных